Удар в самое уязвимое место режима. От атаки воздерживались с начала войны, но теперь перешли и эту красную линию. Операция «Паутина» по-ирански. Американцы не учли опыт Украины и сильно поплатились. Утечка говорит о потере неслыханного числа самолетов. Добро на самом верху получено. Отсчет до начала наземной операции пошел. Москва дает заднюю. Кремль снова предал союзника. До чего дошел прогресс? Американцы передали Украине оружие будущего. Его будут тестировать на российских солдатах. Режим повис на волоске. Возмущенная толпа подожгла правительственное здание. Об этих и других событиях к вечеру субботы, 14 марта. Коротко о главном. Новости Нехта. Факты, скорость и ясность. США еще сильнее ударили по иранскому режиму. Подробностями поделился Дональд Трамп в своей сети Truth Social. Центральное командование США совершило одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, полностью уничтожив все военные цели на жемчужине Иранской империи – острове Харк. Трамп добавил, что пока решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове, но если Иран будет препятствовать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, президент пообещал пересмотреть свое решение. Иранские военные и все другие, кто связан с этим террористическим режимом, должны были сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны. А это немного. Иранское агентство Fars News подтвердило, что на острове произошло 1,5 десятка взрывов. Целями ударов стали системы ПВО, военно-морская база, диспетчерская вышка аэропорта и ангар для вертолетов нефтяной компании. Остров Харк – это маленький участок земли у иранского побережья, но через него проходит около 90% нефтяного экспорта страны. В течение первых 2 недель войны ни американцы, ни израильтяне ударов по острову не наносили. Режим МУЛ, в свою очередь, ударил по территории США. Целью стала вертолетная площадка американского посольства в Багдаде. В результате возник пожар. Над местом происшествия поднялся столб дыма. Но это не все. Иран продолжил обстрел нефтяной инфраструктуры соседей. В ОАЭ на нефтяном терминале в Фуджейре произошел пожар после атаки дронов. Также у берегов страны загорелся танкер. Иранские власти заявляют, что это американское судно, шедшее под флагом Маршалловых островов. Похоже, в Вашингтоне поняли, что ударами с воздуха режим не победить. Трамп одобрил отправку на Ближний Восток до 5000 морпехов и дополнительных военных кораблей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на 3 американских чиновников. Запрос Центрального командования США якобы уже утвердил глава Пентагона Пит Хексет. Десантный корабль USS Триполи с морской пехотой на борту, по данным издания, уже направляется от берегов Японии на Ближний Восток. В регионе уже находятся другие подразделения морской пехоты. Согласно утечкам, Трамп не планирует полномасштабного вторжения, а лишь ограниченное военное присутствие в Иране для достижения стратегических целей. Одной из них может стать захват контроля над запасами обогащенного урана. Тем временем американская авиация в регионе несет серьезные потери в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии были повреждены сразу 5 американских самолетов-заправщиков. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal. По данным издания, боевые машины не были уничтожены, но сейчас находятся на ремонте. Также сообщается, что в результате атаки никто не погиб. Официального подтверждения этой информации нет, как и опровержение. Если данные верны, это увеличивает общее количество поврежденных или уничтоженных заправщиков ВВС США до 7. На днях 2 самолета KC-135 столкнулись на западе Ирака, что привело к крушению одного из них. Погибли все 6 членов экипажа. Ответственность за атаку взяла на себя шиитская группировка «Исламское сопротивление Ирака». В Центральном командовании США опровергли факт нападения и подтвердили только крушение одного из бортов. А может, нужно было повнимательнее следить за войной в Украине и поглубже изучать опыт ВСУ, как считаете?
И в продолжение темы о сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере дронов высказался сам Дональд Трамп. Ведущий Fox News Radio спросил президента, помогает ли Украина американским силам в борьбе с БПЛА. Хозяин Белого дома высказался в своем непревзойденном стиле. Нам не нужна помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. На самом деле у нас лучшие дроны в мире. Интересное высказывание, особенно после того, как в американской прессе на днях появилась информация о том, что сыновья Трампа хотят подзаработать на контрактах Пентагона, используя как раз украинский опыт и технологии. Трусость или предательство? Россия воздержалась от наложения вето на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую удары Ирана по соседним странам в ответ на действия США и Израиля. Документ, предложенный Бахрейном, призывает Тегеран немедленно прекратить удары, которые названы нарушением международного права. Резолюцию поддержали 13 членов Совбеза, но Китай также воздержался от голосования. Аналитики считают, что Россия решила не накладывать вето, чтобы не ухудшить отношения с США, особенно на фоне подготовки трехсторонних переговоров по Украине. Кроме того, решение могло быть связано с позицией стран Персидского залива. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не согласна с концепцией документа, так как он не учитывает первопричины эскалации в регионе. И с сожалением относимся к ситуации, в которой сегодня находятся ближневосточные страны. Более того, Россия считает неприемлемыми удары по территории и особенно по объектам гражданской инфраструктуры арабских государств Персидского залива. Москва предложила свой проект резолюции, который осуждает нападение на мирное население и призывает все стороны прекратить насилие. Однако этот проект не набрал достаточного числа голосов. Иран, в свою очередь, отверг резолюцию и заявил, что США злоупотребляют своим положением в Совете Безопасности. Струсив пойти против США, Кремль снова ударил по Украине. Ночью российские войска выпустили по соседям 430 дронов и 68 ракет разного типа. Под ударами оказались ряд городов Киевской области и сама столица. Погибли 4 человека, еще 15 были ранены. В Харьковской области агрессоры опять ударили по железнодорожному транспорту. Целью беспилотника стал пригородный поезд. Машинист и его помощник получили ранения. Пассажиры не пострадали, локомотив поврежден. Сообщение поездов нарушено не только в Харьковской, но и в Полтавской областях. Пока Москва надеется своим молчанием в ООН не разозлить Вашингтон, тот идет на очередной недружественный шаг. Как пишет Таймс, США передали Украине 2 гуманоидных робота-солдата Phantom MK-1. Эти роботы, разработанные компанией Foundation, предназначены для военных задач и оснащены различным оружием, включая револьверы и винтовки. Основная цель их использования – разведка и помощь в снабжении в местах, недоступных для дронов, такие как узкие бункеры и подземные укрытия. Разработчики утверждают, что такие роботы могут стать основными бойцами в будущем, в то время как люди будут только оказывать им поддержку. Роботы могут работать без усталости, не подвержены химическому или радиационному заражению и могут сбивать противника с толку своим тепловым сигналом, напоминающим человеческий. Так вот, коварные янки передали этих терминаторов Украине не просто так, а для тестирования на передовой. То есть проверять киборгов будут на российских оккупантах. Возвращаемся с украинского фронта на иранский. Удары по острову Харк были далеко не единственными. Американские истребители атаковали контрольно-пропускной пункт сил Басидж в Тегеране. Это что-то вроде вооруженных тетушек на службе у аятолл. Именно из этого форта во время январских протестов стреляли по протестующим. Также американцы нанесли удары по иранскому космическому исследовательскому центру в Тегеране и базе ВМС Ирана в Сирджане. В порту Киш зафиксированы масштабные разрушения после авиаударов коалиции США и Израиля.
Украинские беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод и порт Кавказ в Краснодарском крае. На НПЗ вспыхнул пожар. Пострадавших нет. В порту повреждено судно. Пожар охватил причальный комплекс. 3 человека получили ранения. Ой, мы дожили уже. Сирены воют ночами. Дроны летают, все взрывается. Тольятти был тоже атакован дронами. Местные жители сообщают о взрывах на химическом заводе Куйбышев Азот, одном из крупнейших производителей азотных удобрений в России. После взрывов на предприятии вспыхнул пожар. Пока США бомбят один режим, другой дал трещину без бомб. На Кубе, похоже, началось. В городе Марон протестующие захватили и подожгли здание местного комитета коммунистической партии. Люди вынесли из здания мебель и пропагандистские материалы, устроив костер прямо на улице. Бунт произошел на фоне беспрецедентного энергетического коллапса, который охватил страну. Остров каждую ночь погружается в темноту из-за веерных отключений электричества. Больницы работают на резервных генераторах, пекарни пекут хлеб на дровах, а продовольственные запасы быстро иссякают. Ситуация в стране продолжает ухудшаться, и протесты могут усилиться. Все это стало результатом блокады со стороны США. Накануне нынешний президент Кубы признал, что ему пришлось пойти на переговоры с Вашингтоном. Эти переговоры были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям между двумя странами. По информации Bloomberg и The Wall Street Journal, в Белом доме разработали план по постепенной смене режима. Трамп якобы хочет сделать Кубу финансово зависимой от США, заняв место Советского Союза, который поддерживал остров до 1991 года. Сколько продлится война на Ближнем Востоке и какую цену нефти уже закладывают в контракты? Сколько раненых в результате нападения украинского дрона в Беларуси? Представители какого режима начали бежать на Запад, и какая европейская страна собралась воевать сразу с несколькими соседями? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.